Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 15 сентября. Это у нас с вами понедельник. Мы смотрим на колоде пасьянс, цыганский пасьянс, все знаки зодиака. Начиная от овнов до рыбок, все знаки в одном видео. Тайм-код есть под видео. Значит, посчитала также карту дня. Карта дня у нас с вами это два аркана: влюбленный и жрица. Каким образом высчитала? Мы складываем 1, 5, 9, 9 месяц, и 2, 2, 5, 9 год. Получается у нас с вами 24. Так как 24 аркана нет, то мы отнимаем 22 аркана, получаем двоечку, жрицу, разницу. И либо суммируем. 24 суммируем, получаем 6. 2 плюс 4. А шестой аркан у нас есть, это влюбленный. Поэтому на этот день влияет и аркан влюбленный, и аркан жрица. Влюбленные — это про союзы, это про отношения, про партнерство и еще про выбор. Да, поэтому в понедельник мы можем стоять перед каким-то выбором. Жрица — это про тайны, тайные союзы, тайные договоренности, возможно, какие-то тайные знания. Опять же, двойка — выбор. Да? Двойка же — это что же выбор. Поэтому при выборе желательно слушать интуицию по жрице. Она очень сильная может быть в этот день. Ну, давайте посмотрим, конечно, что еще покажут карты. Первые овны. Знаете, только что я забыла камешки. Сейчас, секунду. Камешки забыла, достала. Все. Смотрим, значит, овны. 15 сентября. Овны. Понедельник. События дня. Основные события. Что будет у овнов? Как у них пройдет понедельник? Смотрим. Ну, я пока вижу только подсвечник. Но вы обязательно проверяйте вместе со мной. Ага, есть еще якорь. Так. Конверт вижу. Два сердца вижу. Череп есть. Здесь нет. Цыпленочка нельзя. Ага, и еще есть цепь. Итого получается у вас овны. 1, 2, 3, 4, 6 событий. Так, а что у меня тут? Ничего вам не видно, да? Сейчас, секунду, попробуем сместить. Ну, так вроде бы получше. Угу. Значит, смотрим, что получилось у вас здесь. Надежда. Выпадает подсвечник. На что-то надеетесь в этот день. Якорь. Что-то, возможно, получится поставить точку в каком-то вопросе, закончить. Дальше получение какой-то новости, информации, любовь, влюбленная любовь, тема здоровья, может быть, поставить точку в какой-то болезни. И нерешенный вопрос еще может быть в этот день. А ну, где ножницы? Первая половинка, ага, и вторая по периметру. Но, в принципе, вот этот вопрос скоро будет решен. Тот, который в понедельник не решится, очень скоро он может решиться у вас. Опять же, в принципе, якорь может как раз показывать задержку на решение этого вопроса. Знаете, как корабль стоит на якоре, нет движения. Поэтому, может быть, как вариант, вот еще якорь — это будет остановка. И невозможность этот вопрос решить в понедельник. Так что такая информация для вас. То есть, ну, как бы из предупреждения это цепь и это череп. Благодарю за внимание, овны. Перехожу к тельцам. Тельцы, 15 сентября. Пятнадцатое сентября, тельцы, события дня. Покажите мне.
Угу. Цветочек есть. Цыпленок. Исполнение желания и семья, дети. Возможно, желание, связанное с семьей. Конверт. Получение. Тоже вот когда события вот так выпадают вместе, это может указывать на одно событие. 2 меча. Ох, это негативные 2 события идут. Расческа и мечи. Машину нельзя. Книга. Угу. Ну и смотрим, конечно, что у нас еще с вами здесь. Лебедь я не могу соединить. Ну и здесь нет. Получается, из хороших событий у вас исполнение желания, семья, дети, семейная жизнь, ну какое-то событие, связанное с семьей, и получение, конверт. И еще посещение госучреждения. Это как бы позитивные события. Из негативных неприятность может быть в этот день. И конфликт выпадает. Ну, возможно, это и будет неприятность. Это то, что вы с кем-то можете поругаться. Опять же, напоминаю, да, мы с вами находимся в коридоре затмений. Сейчас как раз будет пик 14 числа. Да, это середина коридора затмений. Поэтому тут вот как бы вот эти конфликты, они могут прям возникать на пустом месте. Поэтому держите себя в руках, не реагируйте, если кто-то пытается, да, вот вас втянуть в конфликт, чтобы вот постараться избежать этих событий. Ну, возможно, конфликт в казенном доме, как вариант, да, в госучреждении в каком-то. Так что, тельцы, для вас тут предупреждение на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу я к близнецам. Угу. Смотрим близнецы. 15 сентября. События дня близнецы. Угу. Весы. Книга. Свиток. Череп. Череп и книга рядом могут показывать здоровье, ну, болезни и больницу, казенный дом. Посещение медучреждения. Угу. Победа есть. Флаг. Так, флаг, ключ есть. Слушайте, ключ и болезнь. Возможность найти выход из какой-то болезни. Решение вопросов, связанных со здоровьем, как вариант. И любовь. Куда же без нее, так как у нас с вами карта влюбленные. Да, это всегда про любовь, про союзы. Так, значит, смотрите, что получается в этот день. И выбор тоже выпал. Видите, жрица и влюбленные могут еще давать день, когда мы можем стоять перед каким-то важным выбором. Он у вас тоже выпал, выбор. 2 варианта, и нужно будет принимать решение. Дальше посещение госучреждения, деловая встреча,
успех, победа. То есть, скорее всего, что в госучреждении пройдет какая-то встреча очень успешно для вас, победа, с победой. Любовь, все хорошо будет в личной жизни. Ключ. Ключ – это возможность решить какой-то вопрос, открыть закрытые двери. Например, если мы говорим о здоровье, может быть, там к какому-то врачу невозможно было попасть, а вы, да, вот попадете. Для вас эта дверь откроется. Или возможность найти решение какой-то сложной задачи, связанной со здоровьем. В общем, ключ – это всегда хорошо. И череп – это тема здоровья здесь. Может быть, какой-то ключевой день, связанный с вашим телом. Может быть, например, там какая-то пластическая операция. Да? И вот тогда в сочетании эти карты могут так показывать. Флаг может показать, что все пройдет успешно, например, победа. Ну, тут, знаете, как очень сложно. События могут по-разному переплетаться друг с другом. Они могут как отдельно проигрываться, так и вместе. Потом, как оно уже будет, только можно понять, когда уже день прошел, проанализировать, посмотреть и увидеть, что ага, так, это было с этим, это с этим. Поэтому как-то так. Благодарю за внимание, близнецы, и перехожу я к ракам. Так, 15 сентября, раки, понедельник, события дня. События дня, раки, покажите мне. Якорь. Книга. Кстати, очень многим выпадает книга в этот день. Угу. Замечательно. Ножницы и якорь. Хорошее сочетание, да еще и с книгой. Угу. Бокал. Возможность отметить. Ну, маска это уже, конечно, не очень хорошо. Череп. Может быть, кстати, в сочетании маска – это здоровье тела, а маска может показать, например, какие-то процедуры у косметолога. Так тоже может быть. Колокольчик. Угу. И рыба. Ну, рыба, конечно, тут больше нам намекает на то, что маска все-таки это обман, а не какие-то процедуры. Так, сейчас я досматриваю. Больше не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день якорь показывает, что вы где-то проведете много времени, может быть, на какой-то процедуре, да, или в ожидании там чего-то. В общем, заякорены вы где-то в этот день. Дальше посещение госучреждения, решение какого-то вопроса, решится дело по ножницам. Может быть, застолье, мероприятие, пустые разговоры, болтовня, ну, может быть, да, вот как раз на этом мероприятии болтовня. Тема здоровья будет проигрываться. Здоровье даст о себе знать. Тело, да, напомнит о себе в этот день. Ну, может, допустим, начаться там простуда. Или, может быть, в этот день, не знаю, там зуб заболит, голова, там все что угодно. Давление упадет или поднимется. В общем, тут тема здоровья как-то себя проявит. Дальше выпадает маска и выпадает скользкое дело. Маска – это всегда обман, хитрость. Кто-то, да, вот, надевает на себя эту маску и прикидывается другим человеком. Ну и, соответственно, пытается вас обмануть по рыбе, втянуть куда-то, да, в какие-то неприятности. Поэтому будьте осторожны в этот день. Иногда это мы одеваем эту маску и пытаемся кого-то втянуть в какие-то неприятности. Тоже так может быть. Потому что прогноз проигрывается, когда вот как от нас, так и в нашу сторону. Поэтому это тоже учитываем. Такая информация для вас. Раки на понедельник. Смотрим дальше. Дальше лёжки. Так. Собираем сейчас так, чтобы не повторялись. Угу.
Все, и теперь смотрим львов. 15 сентября, львы, понедельник. События дня. Покажите мне, как этот день пройдет у львов. У львушек как пройдет. Да что такое? Прям череп преследует все знаки зодиака. Расческа. А, тут еще могла быть машина, дорога. Видите? Можно вот когда карточку взяла, была или так, или так. Но я первую, честно говоря, расческу увидела, поэтому оставлю ее. Если вы увидели машинку, тогда у вас будет машина. Якорь. И якорь тоже еще. Почти у каждого знака этот якорь и череп. Такая общая тенденция. Маска. Ну, а тоже тайны. Маска — это ж обман, тайна какая-то. И вот жрица, видите, она тоже себя проявляет в этот день через вот эти все тайны. Конфликты, потому что речь идет о союзах. Либо, да, либо любим сильно, любовь выпадает, либо ругаемся. Горизонтали, вертикали не вижу. Но у вас, честно говоря, да, больше, видите, выпало со знаком минус, да, вот эти карты. И одна, и вторая. То есть жрица проигрывается через обман, маска, кто-то может обмануть, а влюбленные проигрываются через конфликт, а не через любовь. Выяснение отношений, скандал, ссора, плюс еще и неприятность выпала. То есть какая неприятность? Скорее всего, вот эта ссора. Также может быть ухудшение самочувствия в этот день. Якорь, остановка где-то надолго или возможность поставить точку. Опять же, да, неприятность и точка. Может быть, как-то эти события вместе проиграются. И обман, маска. Может быть, вы узнаете, откроется какой-то обман. Часто, если маска упадает, то мы как раз узнаем о том, что, да, вот человек обманывает. Маски эти срываются, тайны открываются. Может быть, вы узнаете, что вас кто-то обманывал, да, это и будет неприятность. И поставите точку, ну, в отношениях с этим человеком. Ну, вот так. И из хорошего еще решение вопроса в этот день. То есть, если брать дела, работу, то здесь может решиться какой-то вопрос. Это, конечно, плюсик. Так что, Левушки, у вас тут, честно говоря, больше предупреждений на понедельник, чем каких-то хороших событий. Благодарю за внимание и переходим к девам. Смотрим девы. 15 сентября. 15 сентября. События дня девы. Ну, первое, что я вижу, это дерево. Колодец. Будильник. Кровать. И сейчас еще проверим, что здесь.
Книгу нельзя, и здесь нет. Получается 4 события. Первое. Приглашение. Вас могут в понедельник куда-то пригласить, позвать. Дальше у вас может быть интимная связь. Ну, либо там разговоры об этом, мысли об этом и так далее. Либо просто желание пораньше пойти лечь спать на кровать. Вот кровать сыграет какую-то важную роль в этот день. И еще также выпадает 2 негативных события. Это 2 позитивных и 2 негативных. Это очень сильное глубокое разочарование в этот день может быть. Печаль, да, такая грусть, печаль. И какая-то проблема со временем. Может быть, из-за этого у вас будет грусть, тоска. Не знаю, из-за чего. Будут эти события связаны или нет. Но будильник предупреждает, что в этот день что-то может пойти не по плану. Да? Со временем могут быть какие-то сложности. А может быть, приглашение будет на определенное время, и вам нужно будет вот под это время подстраиваться. Так что в этот день важную роль сыграют часы и сыграет кровать. Я бы сказала так. Благодарю за внимание, девы. Переходим мы с вами к весам. Весы, 15 сентября. Сентября, события дня, весы. Бабочка. Подарок нельзя. Колокольчик. Солнышко. Вот чуйка, знаете, вот чуйка говорит, тут что-то есть, а глаза не видят. Глазам приходится дольше смотреть. Корона. Якорь нельзя. Есть еще змея. Так, змея. Нет, нет. И здесь тоже не вижу. Получается, в этот день у вас в понедельник деловой разговор с кем-то, деловой рабочий, радость, кстати, корона еще выпала, да, вот деловой разговор с каким-то, может быть, важным, влиятельным человеком, корона, имеет статус, положение в обществе, может быть, там начальник, чиновник и так далее. Радость, солнышко, хорошее настроение, радость, позитив, пустые разговоры, болтовня с кем-то и общение со змеей. Опять же, здесь может двояко проигрываться, да, эта змея. Это может быть как просто человек, например, по году рождения змея, по характеру такой, да, есть немножко яда в нем, но он к вам может относиться хорошо, этот человек, понимаете? Ну, а с другой стороны, этот яд может быть направлен и в вашу сторону, поэтому тут по-разному проигрываться не могу сказать. Я не могу это событие назвать ни хорошим, ни плохим, потому что, может быть, это просто будет общение, да, пустые разговоры с этой змеей. А может быть, да, этот человек с какой-то подковыркой будет вам делать какие-то замечания. Тоже может быть. Поэтому как проиграется, уже поживем увидим. Но если вы часто смотрите, да, вот пассиансы, вы можете уже заметить, да, через какое-то время, 2, 3, 4 месяца, что, допустим, события проигрываются одинаково. То есть для вас змея в основном это хорошее событие, а не плохое. Поэтому тоже вот понаблюдайте и поотмечайте за собой, и тогда пассиансы, они будут для вас более информативные, потому что он для каждого проигрывается по-своему, честно говоря. Вы даже можете найти какие-то свои значения, да, вот этих картинок. Поэтому это всегда очень интересно наблюдать и анализировать.
Так, хорошо, весы. Смотрим дальше скорпионов. 15 сентября. 15 сентября события дня. Скорпионы. Пятнадцатое сентября. Понедельник. Скорпиончики. Смотрим, что он приготовил. О, прекрасно. Сундук приготовил с деньгами. Это хорошо. Это всегда пожалуйста. Здесь я вижу два события. Смотрите, либо цветочек, либо лебедь. Но я первый цветок увидела. Если вы увидели лебедя, тогда у вас он проиграется. Это верность, ну, гармоничные отношения в паре. Колодец есть. Ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Не вижу совпадений. Так, что получится? 3 события всего. 3 события. Первое. Финансовые поступления, прибыль. Сундук выпал. Поэтому точно будут финансовые поступления в этот день. Может быть еще плюс-минус день. Допустим, там 14 или 16. Дальше. Исполнение желания может быть. Какое-то желание может исполниться ваше. И единственный минус – это сильное разочарование, глубокая печаль. Колодец выпал. Но других негативных событий я не вижу. Поэтому, может быть, как вариант, это не будет связано с вами. Иногда мы переживаем за кого-то. Вот так может проигрываться. В общем, вот такие события для вас, скорпиончики, на понедельник. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Дальше. Так, стрельцы, 15 сентября. События дня, стрельцы. Угу, дерево. Якорь. Угу, есть, да, вижу. Месяц. Рыба. Конвертик нельзя. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрим 4 события, стрельцы. Первое. Приглашение. Вас могут пригласить куда-то в понедельник. У вас может быть событие, которое имеет цикличность и постоянно повторяется. Вот, может быть, даже в этих числах. Там 15 числа каждого месяца вы что-то делаете. Якорь показывает фиксацию. Где-то на одном месте вы можете... Вот видите, тут рядом событий нет. То есть вы можете где-то провести на одном месте много времени. Либо по якорю еще можно поставить точку, что-то закончить в этот день тоже. И скользкое дело – это предупреждение для вас. Будьте осторожны, потому что вы можете попасть в хитро расставленную кем-то ловушку. Да, вот кто-то, как, знаете, такой рыбак ловит вас, как рыбку, на свою удочку. Поэтому надо быть поосторожнее в этот день. Благодарю за внимание и переходим дальше к козерожкам.
Так, смотрим. Козероги. «15 сентября. События дня. Козерожки». Угу. Козероги, у вас первая кровать выпадает, первое событие. Яблоко. Кровать, яблоко. Корабль нельзя. Дерево. Угу. Мечи. Так, значит, смотрите, шарики не можем соединить с вами. Здесь нет. Нет, нет, нет. Нет. Нет, но здесь тоже вроде бы не вижу. Получается, первое событие — интимная связь, кровать. Дела амурные, да, скажем так. Либо еще может быть кровать — это нежелание с утра вставать. Да, вот хочется поспать, еще полежать, как бы тяжело вставать, слезы рядом, слезы и кровать. Вот. На работу, наверное, не хочется, или там на учебу, или еще куда-то. Слезы, переживания могут быть, хотя иногда слезы — это и слезы радости. То есть тут как бы по-разному может быть. Ну, так как выпал скандал, конечно, то могут быть, скорее всего, слезы как негативные эмоции. Приглашение еще есть. Приглашение, конфликт, скандал, слезы. Поэтому в вашем случае союз, да, вот эта карта влюбленный проигрывается через скандал, то есть выяснение отношений между двумя людьми. Так что вот такая вот информация для вас. Ну, напоминаю, да, идет коридор затмений, поэтому скандалы сейчас могут быть сплошь и рядом, на ровном месте. Они могут переходить вообще в рамки разумного, эти скандалы. Иногда в новостях такое читаешь, что просто ужас. То есть люди доходят буквально там до какой-то поножовщины, потому что вот эта агрессия ее невозможно контролировать. То есть человек заводится с полоборота, только раз и все. И уже вот все, что накипело там за много месяцев, вылазит наружу. Поэтому, конечно, лучше сейчас стараться как-то себя сдерживать и все-таки отношения не выяснять. Контролировать эти эмоции. Смотрим дальше. Водолей. 15 сентября. Водолеи. 15 сентября. Водолеи. Понедельник. Значит, сердце, корона. Корабль. Цепь. Якорь. Корабль на якоре стоит. Может быть, от этого и цепь. Угу, да. Видите, деловая встреча, якорь. Так, и что у нас тут? Ага, и поездка, да? Такое ощущение, что как будто бы поездка, которая должна была быть здесь, переносится на попозже, да, из-за каких-то событий. О, любовь есть. Но вам повезло. В вашем случае карта влюбленный проигрывается как раз через любовь, потому что у многих знаков она проигралась через конфликт, да, когда мы отношения выясняем. Мы либо любим друг друга, либо не любим. В вашем случае как раз любовь идет.
Так, ну здесь нет. Значит, смотрите, что повыходило. Здесь у вас корона. Это общение с каким-то важным, влиятельным человеком. И плюс у вас выпала деловая встреча. Вот может быть встреча с этим человеком, разговор. Но вопрос есть какой-то, который не решается. Допустим, если вы встретились решить какой-то вопрос, то, скорее всего, он не решится. Цепь показывает, что пока еще откладывается решение. Ножницы уже близко друг к другу, то есть решение уже близко, но не в понедельник. В понедельник пока нет. Нерешенный вопрос, ожидание, точка, якорь, точка, либо якорь это еще, например, встреча, которая проходит долго, да, вот вы вместе там 2, 3, 4 часа находитесь, дорога также еще в этот день может быть, и гармоничные отношения в паре, любовь и плюс общение с друзьями. Может быть, ожидание до друзей или ожидание любимого человека. Тут они, видите, вместе выпали. Может быть, вы вместе и с друзьями, и с любимым человеком куда-то там, не знаю, идете. Поэтому так, то есть у вас, в принципе, все хорошо в личной жизни, поездка какая-то. Ну, вопрос, к сожалению, какой-то рабочий, деловой не решается в этот день. Вот такая информация для вас. Смотрим дальше рыбок. Остались у нас только рыбки. Сентября. 15 сентября. Рыбы. События дня. Угу. Первое событие. Свиток у вас. Ножницы нельзя. Угу. Флаг. Такое ощущение, что что-то здесь есть, а я не вижу. Может быть, это просто ощущение, конечно. Так, есть метла. Может быть, это метла. А мне казалось, что вот тут что-то. Бокал. Так, смотрим. Нет, 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 нет. Здесь тоже не вижу. Значит, что получается? Первое событие – это деловая встреча. У вас может быть в понедельник с кем-то. Победа. Да, то есть вот эта встреча, она может привести к каким-то хорошим результатам, к победе. Дальше застолье. Ну, это не обязательно надо там пир на 40 человек. Это может быть просто где-то там с подружкой посидели, с семьей и так далее. Пошли где-то пообедали. Застолье. И мне не нравится, видите, рядом с застольем ложится ссора. То есть, вот, скорее всего, вы точно будете не одни здесь. Вы будете с кем-то в компании какой-то. И там могут быть разногласия, споры и ссоры по метле. Это не скандал, это не мечи. Мечи показывают прям серьезно такую ссору. Ну, какие-то разногласия могут быть. Опять же, напоминаю, коридор затмений. Да, сейчас у нас прям одни сплошные разногласия друг с другом. Поэтому, как бы, вот надо себя тут... вот все-таки, видите, вот, ну, тянуло меня сюда, вот как будто бы вот что-то... Здесь есть, а глаза не видят. И вот все-таки я нашла. Глаза все-таки увидели. Подсвечник здесь. Это вот мне, кстати, иногда спрашивают, почему вы так быстро переворачиваете карты? Как вы вот так успеваете? Потому что я смотрю немножко по-другому. У меня, знаете, как внутреннее зрение. То есть я их раскладываю, и мне как будто внутри что-то говорит «сейчас». Да? И я начинаю фокусироваться. Да? То есть я ловлю эти... уже картинки, поэтому вот так и здесь. Вот мне что-то внутри говорит здесь, а глаза смотрят и не видят. Говорят, нет, глаза не видят, и я иду дальше. Потом все равно, видите, нашла все-таки. Еще есть надежда. Вы на что-то надеетесь в этот день. Может быть, надеетесь как раз на вот эту победу. И она у вас будет. Поэтому надежды ваши оправдаются, рыбки. В общем, ваша задача постараться избежать ссоры. Это единственное такое маленькое негативное событие. А так все должно быть хорошо.
Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.